С самого утра на площади перед памятником жертвам политических репрессий в селении Рексуаух, ныне Новолакского района, начали собираться чеченцы со всех районов Дагестана. Здесь ежегодно проходит траурный митинг в память о тех, кто был депортирован в 1944 году. Он начинается с чтения Корана. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Одним из гостей митинга стал вице-премьер Дагестана Рамзан Джафаров. В своем выступлении он отметил, что многие жители Северного Кавказа стали жертвами сталинских репрессий. Хочу выразить всем вам, присутствующим здесь, свои сочувствия в связи с теми трагическими событиями, которые происходили на этой земле более 70 лет назад, когда десятки тысяч людей, включая детей, стариков, женщин, в массовом порядке были выселены из нажитых территорий и вывезены в степи, где практически были брошены на произвол судьбы. Остальные народности тоже были из насиженных мест выселены вот сюда, на эти земли. Но ни в коем случае у нас не должно быть друг к другу никакой вражды. Мы, как дагестанцы, как мусульмане, должны понимать, что так случилось, так произошло по воле Всевышнего. Здесь же всем собравшимся об ужасах тех дней рассказал имам местного селения Мичурина. Микаил Ахмедов своими глазами видел, как чеченцев затолкали в скотные вагоны. На массовый митинг в бывший Ауховский район прибыли гости из Грозного, Магаса и Махачкалы, среди них и министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. В своем выступлении он рассказал собравшимся о том, что нужно извлекать уроки из истории. Если мы с вами говорим о нашем сегодняшнем скорбном дне, о 23 февраля, мы с вами должны понимать, что не русский народ пришел изгонять нас из родных селений, а пришла сталинско-бериевская клика, которая между собой там, где-то в кремлевских пенатах приняло такое страшное преступное решение. Мы с вами должны понимать, что сегодня наступило время осознать это. И память должна работать не для того, чтобы вбивать клинья между братскими народами России, а для того, чтобы извлечь самые полезные уроки, и чтобы эта память работала во благо наших народов. Я хочу еще раз передать вам слова благодарности за то, что вы имеете сегодня человеческую волю для того, чтобы собраться на этом огромном поле и сказать слова скорби и соболезнований друг другу. Председатель Общественного совета чеченцев Дагестана, советник главы Чеченской Республики Бувайсар Сайтиев также отметил, трагические страницы прошлого должны сплотить народы Кавказа. Мы не обвиняем никакие другие нации. И мы понимаем, что эта трагедия по воле Аллаха случилась, и нам с ней жить, и надо ее правильно понимать и правильно поступать. То есть это не должно повлиять на ту дружбу, которая веками между нашими горскими братскими народами существовала. Когда в 1957 году депортированные народы были реабилитированы, оказалось, что многим просто некуда возвращаться. Разбирательство по некоторым вопросам длится до сих пор. Здесь было отмечено, что благодаря тесному взаимодействию руководства двух регионов справедливость будет восстановлена. В конце траурного митинга верующие прочитали дуа и совершили обряд зикр. Асан Эль-Букаев, Булат Баканаев, Луиза Юнусова. Новости.